Добро пожаловать, дорогие гости! Председатель Федерации культурных объединений крымских татар Турции Унверсель приветствует гостей. Так начинается фестиваль крымско-татарской культуры в Стамбуле. Директор Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия София Эминова участникам и гостям фестиваля показывает выставку «Крымские татары в современных реалиях». Это работы современных крымских фотографов. «Крымские татары в современных реалиях» – это фотовыставка о жизни коренного народа в составе Российской Федерации. Здесь и строительство этнокомплекса, молодежного КИПУ, а также соборной мечети в Симферополе. Здесь есть фотографии, которые рассказывают об обычной жизни. Например, как вот здесь вот рождение Тройни, а также различные культурные и спортивные мероприятия. Это свидетельствует о том, что крымские татары развиваются и живут у себя на родине. На выставке несколько экспозиций. Здесь возрождение религиозных сооружений и строительство новых. Жизнь народа в лицах. Дополняют выставку национальные костюмы, выполненные в традиционном стиле. На этих фото наше историческое наследие и всестороннее культурное развитие. Фестиваль крымско-татарской культуры проводят во второй раз. В этом году уже в Стамбуле. Он направлен на демонстрацию жителям Турции богатого культурного потенциала крымских татар. Организаторы мероприятия Федерация культурных объединений крымских татар Турции совместно с деловым и культурным центром Крыма. Мы хотим объединить крымских татар, проживающих в Крыму и в Турции, а также турков с помощью культуры, наладить дружеские и экономические отношения между нашими странами. Медиацентр имени Исмаила Гаспринского для гостей мероприятия организовал выставку книг. Каждый мог взять себе на память крымско-татарское издание. Мы очень счастливы находиться на таком культурном мероприятии. Мы надеемся в ближайшее время посетить Крым и воочию увидеть все богатство нашего народа. Телеканал «Милет» в очередной раз подготовил документальный фильм о жизни крымских татар у себя на родине. И, безусловно, основной посыл заключается в том, что именно крымские татары, проживающие сегодня на родине, в Крыму, имеют право говорить о том, что происходит в Крыму, показывать, рассказывать. И сегодня, благодаря работе телеканала «Милет», здесь будет представлен документальный фильм о пятилетней большой работе масштабной, которая проводится сегодня в Крыму, о том, как развиваются все направления. Это и религиозная часть, и культурная часть, это наши медиа. Все это мы показываем в этом фильме, и я думаю, что в сознании людей, которые пришли на это мероприятие, очень многое поменяется. На фестиваль из Крыма приехала делегация из более 20 человек. Это представители Совета крымских татар при главе Крыма, общественные деятели, предприниматели. По ходу встреч мы здесь много с ними обсудили вопросов по экономическому сотрудничеству. Работа продолжается. Сегодня было несколько встреч и с бизнесменами. Мы тоже обсудили и конкретно наметили работу в Крыму. А это официальное открытие фестиваля. Звучит гимн России, Турции и крымских татар. Участники мероприятия приступили к докладам и обсуждению перспектив развития отношений Турции и Крыма. Мы выполняем не просто народную дипломатию, которая связывает крымских татар в единое целое, а это очень важно, чтобы крымские татары, которые проживают в Турции, они знали, что у них есть родина, и они должны стремиться к своей родине, к своим корням. И наша задача в объединении народа в единое целое. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Рустем Казаков приехал рассказать о достижениях крымских татар в области спорта. Мы приехали сюда рассказать правду, что у нас есть. И если им интересно, мы с удовольствием расскажем о своем Крыме, о своем крае. И вот сейчас я показывал снимки, как мы строим спортивные залы, сколько у нас занимается детей, рассказываем, что 7 залов спортивных мы построили, что у нас есть чемпионы мира уже, есть чемпионы Европы. Артисты крымско-татарского ансамбля «Хайтарма» подготовили яркую программу. Такие мероприятия еще раз подтверждают, что о Крыме хотят слышать из первых уст, что крымские татары в мире и согласии живут и процветают у себя на родине. Народная дипломатия в очередной раз стирает границы. Айша Шулакова, Эдем Исмаилов, телеканал «Милет», Стамбул, Турция.